Наталья Сергеевна, ну получается, мы сейчас планомерно работаем над тем, чтобы школьник вот буквально со школьной скамьи поэтапно приходил сначала в вуз, потом в аспирантуру, потом в, допустим, какие-то технологические предприятия. То есть мы создаем для них различные векторы развития в научном, инженерном творчестве. Верно ли я понимаю? Ну, вы верно понимаете, действительно, вовлечение в науку, оно сейчас происходит уже буквально со школьной скамьи, и в этой части Евразийский НОТС принимает активное участие. Открыто 10 уже предуниверсариев в разных регионах Башкирии, и 5 планируется к открытию в этом году, преимущественно не в Уфе, а именно в районах, чтобы у ребят со всей республики была возможность прикоснуться к науке, прикоснуться к разным отраслям ее, познакомиться с преподавателями вузов уже на этапе, когда они учатся. Также более 200 школьных инициатив также реализовано благодаря бюджету Республики Башкортостан. Инициативы школьников касаются в том числе и обустройства мест в школах, которые позволяют коворкинги создавать, проекты различные. То есть эта инициатива тоже замечательная, и, насколько я знаю, в других регионах не так много таких проектов. И действительно, те, кто желает потом поступать в вузы республики, они получают уже на этапе студенчества возможность, как я уже говорила, участвовать в научных проектах. Большинство вот озвученных вами крупных научных проектов всегда в состав коллектива включают в том числе студентов. То есть многие из них уже соприкасаются с реальным производством, с реальной наукой уже на этапе студенческих лет. И могут, самое главное, реализовать свои инициативы, получить на них финансирование в рамках стартапов, в рамках различных школ акселерационных. То есть здесь возможности для студентов, они большие. И плавно переходят действительно в аспирантуру, где уже открывается еще больше пул возможностей. Это и открытый недавно клуб молодых ученых по распоряжению главы республики, который объединит всех, в том числе междисциплинарные проекты. Это и летняя школа аспирантов. В том году она была впервые запущена, и в этом, на базе Шульганташ, и в этом году обязательно будет продолжена. Это и стажировки, и предоставление жилья, если аспирант совмещает свою учебу, например, с работой ассистентом в высшем учебном заведении. И плавно, да, действительно, вот такая трековая политика приводит к тому, что к нам в науку приходят уже мотивированные, вовлеченные, воодушевленные ребята, которые со школьной скамьи уже знают, что такое наука, любят ее и действительно готовы совершать большие открытия.